Здравствуйте, мои дорогие друзья! У нас почти 3 часа ночи, а я до сих пор не сплю, потому что решила воплотить в жизнь одну свою идею и поделиться ею с вами. И сейчас очень модно украшать одежду воланами. И я сшила вот такую вот штучку, похожую на юбочку для куклы. Для чего она нужна, я вам сейчас продемонстрирую. Легким движением руки моя вот абсолютно простая черная кофточка превращается в кофту вот с такими вот красивыми рукавами с воланами. Очень красиво такие вот съемные манжеты будут смотреться с кардиганами, с жакетами, если вот слегка подвернуть рукава. Также можно к лету сшить такие же манжеты из белого гипюра и тоже носить с летними кардиганами, с летними кофточками. Мне кажется, будет очень смотреться симпатично. Так, сейчас коротко я вам расскажу и покажу, как я сшила такой манжет. Я купила 40 сантиметров гипюра и при помощи крышки от ведра вырезала вот такой вот большой круг. Ну и маленький кружок вот посередине, приблизительно, чтобы он был такого же диаметра, как вот длина вашей руки, как ширина вашей руки. Также нам понадобится вот такая вот бархатная ленточка резиновая, она растягивается. Измеряете, значит, ширину вашей руки, отрезаете вот такую ленточку, сшиваете ее в кружочек. Теперь остается только к этой ленте пришить вот этот вот гипюровый круг. Когда будете пришивать, надо резину растягивать. Растягивая ее, пришиваете. Я сначала обметала, а потом уже пришила на машинке. Все очень просто. И буду рада, если эта идея вам пригодится. Так, еще я вам хотела показать. Я думаю, что многие из вас посмотрели видео, где Лена Островская показывает свои браслеты. Мне очень понравился браслет с принтом под зебру. Но так как у меня не было такой ткани, а была вот такая вот искусственная кожа вот с таким вот принтом под леопарда, я вот сделала из него браслет из этой кожи. Сейчас я вам его покажу. Вот такой получился. Конечно, он очень отдаленно напоминает браслет Лены, но тем более все-таки вот идея, то, что вот такие вот анималистические принты мне очень нравятся в украшениях. Этот браслет я сделала, значит, тоже коротко, вкратце вам расскажу, покажу. Сначала мы вырезаем такую вот заготовку из плотной бумаги. Отмеряете ширину вашего запястья, но вот эта заготовочка должна где-то на сантиметр быть покороче, потому что вот на браслетах у нас по краям будет еще пришиваться стразовая тесьма и цепочка. Так, теперь, значит, берем кожу и приклеиваем вот эту заготовку к коже. И эту кожу вырезаем, отступая от края где-то миллиметров 7. После этого смазываем края клеем и приклеиваем. Это будет вот так вот. Аккуратненько все приклеиваем к этой заготовке. После того, как мы все приклеили, берем кусочек фетра. Я использую вот фетр. Эту заготовку достаточно обильно смазываем клеем и приклеиваем уже вот к этому фетру. Но здесь будет не так, здесь будет уже с подогнутыми краями. Ну, вот здесь вот хорошо вот видно, как я приклеила вот эту вот заготовочку. Теперь остается пришить вокруг этой заготовки вот стразовую тесьму. Сейчас такие вот такая тесьма в разных вариантах продается, по-моему, в любых магазинах. И потом уже пришиваем вот такую цепь.
С одной стороны можем пришить, а можем посадить на колечко карабинчик, застежку. И с другой стороны вот здесь колечко, застежка. И получается у нас вот такой вот браслет. Ну, мне этого показалось мало. И к нему я сделала еще вот такую брошь. Я показывала, как делать брошки. Поэтому вы, наверное, уже знаете, вот как пришивать подкладку, как приклеивать застежку. И вот такой вот получился у меня наборчик. Тоже буду очень рада, если эта идея вам пригодится. Ну, на этом все. Видео, наверное, получилось слегка такое сумбурное, потому что я, кажется, уже хочу спать. Всего вам самого доброго и до следующих встреч. До свидания.